В России зафиксировано рекордное число летальных исходов от коронавируса. За прошедшие сутки умерло 652 человека. Трое жителей Коми. По данным сайта stopcoronavirus.rf, в республике 205 новых случаев инфицирования. При том, что выздоровело в 3 раза меньше людей. Подробности у Алексея Корчмы. Слюну глотаем. Показываем рук. Язык на меня. Говорим «а». Хорошо. В Воркуте еще один пункт вакцинации. Прививочный кабинет открыли в многофункциональном центре «Мои документы». Людей много, но спутника хватит на всех, обещают медики. Сегодня мы открылись первый день, и народ очень активно приходит к нам на вакцинацию. Уже было 35 человек. Конечно, мы работаем с 10 до часу, но пытаемся вакцину заказывать, нам привозят, и мы дальше активно продолжаем вакцинировать. Еще один пункт вакцинации развернут в администрации города. Мэр Воркуты Ярослав Шапошников ранее показал пример всем жителям Заполярья. Ничего страшного в прививке нет. Чтоб внуков, не заразить, да. И вообще дочка боится, тоже записалась в поликлинику. Все прекрасно. У Воркуты пока что худшие показатели вакцинации среди всех городов и районов Коми. Привито менее 29% от плана. С такими цифрами далеко не уедешь ни в Турцию, ни в Краснодарский край. Я собираюсь в отпуск в конце августа еще раз в Краснодарский край. Хотя сама медик такая немножко оттягивала эту. Знала, что неизбежно все равно придется делать. С 1 июля отели Краснодарского края будут заселять людей с отрицательными ПЦР-тестами или документом, подтверждающим вакцинацию. С 1 августа сертификат о вакцинации станет обязательным. Я вообще уже переболела ковидом, решила сделать прививку, потому как ехать нужно в Краснодарский край. Запланировали поездку с детьми, поэтому сейчас без этого никуда. В Сыктывкаре и в Ухте привито менее 30% населения, а вот в Уктыл и Ижма план по вакцинации уже перевыполнили. На подходе Усинск. По самым свежим данным регионального Минздрава, первый компонент вакцины получили 130 666 жителей Коми. Это 34,5%. Для выработки коллективного иммунитета необходимо 60%. Алексей Корчма, Ирина Шумихина, Кирилл Нифонтов, телеканал Юрган.